Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью участия в праздничных торжествах в честь 30-летия государственной независимости, открытия объектов различного назначения, проведения искренних бесед и встреч с жителями и активистами прибыл в Горно-Бадахшанскую автономную область. Рабочая поездка президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с Дарвазского района и посещения республиканского фестиваля меда и выставки сельскохозяйственной продукции. 27 сентября рабочая поездка президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, началась с Дарвазского района и посещения республиканского фестиваля меда и выставки сельскохозяйственной продукции. Выставка состояла из двух основных частей – выставки меда и другой сельскохозяйственной продукции. На этой просторной площадке размером 50 соток земледельцы из 9 городов и районов страны, в том числе Горного Бадахшана, Хатлонской и Сагдийской областей, приняли участие и представили различные виды пчеловодческой продукции, сочных фруктов и овощей. На фестивале было представлено более 300 пчелиных семей, 40 тонн продукции отрасли, в том числе 15 тонн различных видов меда, пчелиного воска, цветочной пыльцы, прополиса. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что с использованием широких возможностей, имеющихся на территории Дарвазского района, можно обеспечить развитие отрасли и повысить уровень и качество жизни населения. Было отмечено, что с 2005 года, с момента принятия государственной программы развития пчеловодства, увеличилось количество пчелиных семей, число пчеловодов. В несколько раз возрос объем их продукции. В нынешнем году пчеловоды района увеличили количество ящиков для пчел до 4330. В 4 других уголках выставки была представлена сельскохозяйственная продукция, которая является плодами труда дихканских хозяйств Дарвазского района. В ходе посещения президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение обилием сельскохозяйственной продукции, которая в основном идет на экспорт. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, встретился с руководителями и активистами Дарвазского и Ваньского районов. Было подчеркнуто, что за годы независимости Дарвазскому и Ваньскому районам было выделено более 1,2 миллиарда сомони и 580 миллионов сомони для обеспечения экономического и социального прогресса. За 30 лет в Дарвазском районе реализовано 10 государственных инвестиционных проектов на сумму более 500 миллионов сомони, а сейчас реализуется еще 7 государственных инвестиционных проектов, освоено около 250 миллионов сомони. В Ваньском районе реализовано 10 государственных инвестиционных проектов на сумму 30 миллионов сомони. Ведется работа еще над 6 государственными инвестиционными проектами, освоено более 32 миллионов сомони. В рамках программы социально-экономического развития районов в Дарвазском районе на 2021-2025 годы предусмотрено 106 проектов на сумму 405 миллионов сомони и по Ваньскому району 112 проектов на общую сумму 160 миллионов сомони. А на сегодня построено и сдано в эксплуатацию 90 объектов в Дарвазском районе и 83 объекта в Ваньском районе. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию современное здание Центра юстиции, спортивную детскую площадку в селе Анжирак, Калайхумба в Дарвазском районе. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Дарвазском районе в селе Анжирак, Калайхумба, сдал в эксплуатацию современное здание Центра юстиции, спортивную и детскую площадки. Здание Центра юстиции состоит из 2 этажей и подвального помещения, кабинетов для сотрудников государственной нотариальной конторы, сотрудников ЗАГСа, зала бракосочетания, кабинета бесплатных юридических консультаций и библиотеки. Подвальное помещение здания предназначено для хранения нотариальных документов, книг ЗАГСа и других отраслевых документов. Министерством юстиции здесь возведены детская и спортивная площадки. Спортивная площадка построена на площади 280 квадратных метров и предназначена для игры в футбол, волейбол и баскетбол. На другой части отведенного участка построена детская площадка, оснащенная развлекательным оборудованием. В Дарвазском районе основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, провел теплую встречу с группой детей-сирот из Дарвазского и Ваньского районов. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ресторане «Орионо» Дарвазского района провел теплую встречу с группой детей-сирот из Дарвазского и Ваньского районов. Радости детей во время встречи с главой государства не было предела.
100 детей-сирот и детей-инвалидов Дарвазского и Ванжского районов получили подарки от лидера нации, в том числе одежду, сладости, школьные принадлежности и материальную помощь. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил детям изучать современные науки, иностранные языки, профессии, осваивать новую технику и технологии. В Дарвазском и Ванжском районах зарегистрировано 300 детей-сирот и инвалидов в возрасте до 18 лет, находящихся на попечении президента страны. Правительство Республики Таджикистан уделяет постоянное внимание вопросу улучшения условий и возможностей доступа детей-сирот к достойному образованию и жизни. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, сдал в эксплуатацию участок автомобильной дороги Куляб-Харок-Кульма-Китай от села Йогет до центра Дарвазского района. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию участок автомобильной дороги Куляб-Харок-Кульма-Китай от села Йогет до центра Дарвазского района. На участке Шкеф, поселок Калайхум, автодорога состоит из 2 полос. Стандартная ширина дороги составляет 12 метров, ширина участка дороги 7 метров. При этом вдоль трассы проложен 1 мост и 2092 кубометра линии водоснабжения, а также построено 30 886 метров защитных заграждений. На основе проекта реконструкции автодороги Шкеф-Калайхум, автомагистрали Куляб-Калайхум по обе стороны дороги построены современные автобусные остановки. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, также дал официальный старт строительству и реконструкции участка дороги Дарваз-Ворота-Рушана. Длина этого участка дороги составляет 109 километров. После полной реконструкции она будет сокращена на 16 километров и составит 92,3 километра. На основе проекта, представленного президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, выполнены работы по планировке, расширению дороги, прокладке 330 линий водоснабжения. Будет завершено строительство 5 галерей протяженностью 601 метр, 15 мостов длиной 633 метра и других необходимых сооружений. В церемонии представления проекта в виртуальном формате принял участие советник посла по политическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Таджикистане Чен Даньвэнь, который поздравил высшее руководство Таджикистана с началом реализации проекта. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные поручения ответственным лицам в сфере строительства автомобильной дороги Дарваз-Ворота-Рушана в соответствии с международными стандартами. В связи с началом реконструкции дороги мастерами культуры Дарвазского района для высокочтимого гостя была представлена красочная концертная программа. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Дарвазском районе принял участие и выступил на военном параде пограничных войск, военнослужащих других видов сухопутных войск, Министерства обороны и сотрудников правоохранительных органов. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал всех военнослужащих частей пограничных войск и других видов сухопутных войск, Министерства обороны и сотрудников правоохранительных органов к верному служению народу, родине и военной присяге. После завершения речи президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялся военный парад и демонстрация. Военный парад прошел в торжественной обстановке с участием 2000 солдат и офицеров и 50 единиц военной техники. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, в селении Дурубак Дарвазского района также дал старт деятельности компании Тадж-Эд. Основным направлением деятельности нового предприятия является упаковка пищевых продуктов. Предприятие построено отечественными предпринимателями в сотрудничестве с партнерами по развитию. Продукт упаковывается с использованием современных турецких технологий. Предприятие имеет возможность упаковать 500 тонн продуктов питания в месяц и до 6000 тонн продуктов в год. На первом этапе продукты питания будут предлагаться на внутреннем рынке, а в дальнейшем планируется экспорт в соседние страны под брендом Таджгала. Здесь 24 человека обеспечено постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Запланировано производство макарон с запуском 3 новых предприятий в Дарвазском районе. Количество предприятий и цехов достигло 16 единиц. В селении Дурубак этого района будет создано еще 7 новых промышленных предприятий. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Рахмон, в Дарвазском районе сдал в эксплуатацию 3 новых производственных предприятия, в том числе компанию Мевой Бадахшон. Компания Мевой Бадахшон в селе Дурубак Дарвазского района создана местным предпринимателем Масудом
Закрияевым. Основными направлениями деятельности предприятия является переработка и упаковка овощей и фруктов, производства чипсов. Технологические линии были доставлены из развитых стран мира, включая Германию, Россию, Турцию и Украину. Предприятие имеет возможность перерабатывать 1,3 тонны фруктов и овощей в день и до 400 тонн в год. Продукция выпускается под торговой маркой Caron Eco Fruits. Предприятие построено затратой 4 миллиона сомони. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Дурубак Дарвазского района сдал в эксплуатацию компанию Caron Plus. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с производственными линиями и возможностями нового предприятия и готовой продукции, провел теплую беседу с отечественными специалистами. Предприятие создано отечественным предпринимателем Рахмоном Шифоевым. Здесь производят пластиковые трубы, двери и окна. На предприятии постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой обеспечено 30 человек. Производственная мощность предприятия составляет 2400 метров труб в сутки диаметром от 15 до 120 миллиметров. Технологические линии импортированные из предприятий из Турции и Китая. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал созидательную инициативу отечественного предпринимателя достойного примера и поддержки. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Приятных вам новостей и до встречи.